Романтики Победы, авторы бессмертных строк. В Национальной научной библиотеке прошла презентация нового проекта, приуроченного ко дню 70-летия Великой Победы. Мероприятие подготовила творческая группа «Прогреди» при поддержке Фонда реализации социальных проектов «Голобу». Поэты, уходя на фронт совсем юными, переживая тяготы войны, слагали стихотворения, чтобы подбодрить тех, кто шел с ними плечом к плечу. Проект «Романтики Победы» – это цикл из 20 документальных картин, посвященных героям Осетии, поэтам-фронтовикам и их творчеству. Фильмы сняты на русском и осетинском языках. Целью нашей акции стало напомнить всем присутствующим о том, какие великие поэты и какие молодые поэты есть у нашей Осетии. Когда мы собирали информацию о поэтах, мы удивились, насколько они были все молоды, как рано они ушли из жизни. И как мало осталось после них стихотворений, писем к родным. Сегодня творческая группа представила вниманию гостей один из фильмов, рассказывающий о жизни и творчестве поэта-фронтовика Хазби Калоева. Большинство своих военных стихотворений он написал во время учебы в танковом училище. Совсем юным Хазби Калоев отправился на фронт. Боевая жизнь поэта была совсем короткой. Он успел написать на войне всего лишь несколько стихотворений. Приятным сюрпризом для организаторов проекта стало выступление первого заместителя министра образования и науки Владислава Тотрова. В знак благодарности за культурно-просветительскую деятельность он вручил ребятам из Прогреди почетные грамоты. Очень большой вклад в развитие патриотического воспитания подрастающего поколения. И многим молодым людям нашей республики, я полагаю, что нужно брать пример с ребят, которые объединились в творческую группу «Прогреди». В ближайшее время все фильмы будут представлены в открытом доступе на официальных страницах группы «Прогреди». За плечами творческой группы уже не один реализованный проект. В прошлом году они провели ряд акций, направленных на популяризацию осетинского языка и сохранение национальных традиций. Ангелина Васильева, Тома Валиева, Евгений Маркин, Осетия ТВ.